В честь Дня эпоса Манас в Таласской области монастыри решили провести необычное мероприятие – сутки сказывать эпос. А началось все в 11 утра в комплексе Манас-Урду. Сегодня сюда съехались молодые и известные монастыри со всего Кыргызстана. Чтение завершится в субботу. В Министерстве культуры, информации и туризма отметили, что из бюджета потратили ни копейки. Деньги выделили спонсоры. Эпос Манас – это наше духовное наследие. В нем можно найти ответы на любые вопросы. Внешняя политика, внутренняя политика, вопросы воспитания детей. В день Манаса мы должны не только поздравлять друг друга, но и проводить подобные мероприятия. Церемония открытия сопровождалась театрализованной программой. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на канале Маданият Тарых Тиль. Напомним, монастырь Долет Сыдыков 14 часов непрерывно сказывал эпос Манас на площади Алато в Бишкеке и тем самым выполнил условия своей заявки, чтобы войти в книгу рекордов Гиннесса. Впервые мы проводим мероприятие здесь. Раньше, как известно, мы провели такое же мероприятие на центральной площади Алато. Главная цель – популяризация эпоса Манас среди кыргызстанцев. Стоит отметить, что исполняющий обязанности премьер-министр Артем Новиков ранее встретился с ведущими монастырей, сообщила пресс-служба правительства. На встрече сказители рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в своем творчестве. В частности, речь шла об отсутствии штатных единиц монастырей в учреждениях культуры и самого статуса монастырей. Выслушав собеседников, Новиков заверил, что правительство приложит все усилия к решению озвученных проблем. Он напомнил о разрабатываемой 5-летней национальной программе поддержки и популяризации эпоса Манас. Это не только кыргызское культурное наследие. Можно сказать, Манас служит всему человечеству. Я мечтаю, чтобы эпос Манас изучали и в других странах. 4 декабря 2013 года эпос Манас был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В дальнейшем эта дата была установлена Днем эпоса Манас. Бахыт Гульчуманов, Гульчоро, Казымкулов, НТВ. Sögülüp kayrılıp geldim evime.